Каждое утро это время начать жизнь снова, сказал когда-то Пауло Коэльо. Да, ну а я добавлю, что мир принадлежит тому, кто ему рад. Доброе утро! В эфире программа «Утро Якутии». Радуйтесь и удивляйтесь каждому новому дню. Да. Сегодня много интересного мы вновь приготовили для вас, чтобы день начался максимально позитивно, информативно и день продолжился продуктивно. Так, например, узнаем, какие лампочки лучше выбирать. А наш утренний гость поделится советами о том, как сохранить свое зрение до самой старости. Узнаем даже такое, что такое зеленый день Сбербанка. По традиции познакомимся с кинопремьерами этого дня, четверга. И, конечно же, будут интересные гости, рубрики постоянные и так далее. Помимо этого, работаем мы в прямом эфире. В нем вы можете принять участие при помощи нашего WhatsApp. Номер его простой: 8 914 273 4488. И сегодня предлагаем ответить на такой интересный вопрос. Катя, ты уже сказала, что сегодня день кинопремьер. Поэтому, дорогие телезрители, вот предлагаем вам ответить на вопрос, какой фильм вы очень ждете. Ну, может быть, он не сегодня выходит в прокат, возможно, до конца года, Возможно, и в следующем году. Да. Возможно, о нем даже еще не говорили, но вы его очень даже ждете и хотели бы, чтобы его сняли. Все ваши ответы на 8 914 273 4488. Давайте активничать, общаться. Ну а далее знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 16-29 градусов мороза. В Заречной группе от -6 до 18, в южных -11-14. В Вилюйской группе 9-25 со знаком минус, в Нижнеленских до -20-27. В западных 3-11 градусов мороза. В Колымы-Дигирской группе от 18 до 28 градусов мороза. В Янских -7, местами -20. На северо-западе 17-29 со знаком минус. Температура воздуха в Якутске в 6 часов утра составила -15 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер западный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске составит 12-14 градусов мороза. Что ж, узнали о погоде, возвращаются в столицу холода. Ну, как бы грустно это не было, я думаю, это нормально, это правильный ход вещей, правильный ритм природы, скажем так. Ну а далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы, они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей из федерального бюджета направят на развитие сел Якутии в следующем году. Средства используют в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» программы комплексного развития. Что касается текущего года, то получена субсидия на строительство жилья для 20 селян. Строят жилые дома для молодых специалистов по договорам найма в Намском и Мегино-Кангаласском районах. Идет комплексная застройка жилого квартала «Сайды» в Чурапчинском, квартала Мымах в Намском районе, рассказал премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко. До завершения всероссийской переписи населения остается 4 дня. В Якутии жители активно участвуют в ней, особенно старшее поколение. В Якутске лидирует центральный округ. Статистики учли 88% населения, исходя из плана. В этом году перепись впервые проходит в цифровом формате, а требования к переписчикам строгие. Все вакцинированы и еженедельно сдают ПЦР-тесты. Кроме того, Сахастат организовал мобильные бригады, которые переписывают людей на крупных предприятиях. Поучаствовать в переписи населения еще можно до 14 ноября 3 способами. Переписчик придет очно и заполнит лист со слов гражданина самостоятельно через портал госуслуг, либо в любом стационарном пункте. Я сама походила по квартирам. Люди, многие, кстати, открывают и очень нас ждут. Потому что есть пожилые люди, которые не умеют пользоваться госуслугами. Они очень рады нам, переписчикам, приглашают в дом, но мы не заходим, потому что у нас сейчас карантин. Из-за этого мы все через дверь
получается, свои опросы проводим. Они очень довольны. Сама, как многодетная мать, я вот хотела бы, чтобы мои дети все были переписаны, чтобы они все были устроены, чтобы в будущем вообще знать. Ленск первым начал подготовку к Новому году. Несколько дней работники управления культуры разбирают новогодние украшения, проводят ревизию, решают, какие конструкции установить в первую очередь. Так, первыми на площади Ленина установлены светодиодные колонны в якутском стиле. Работы велись 2 дня. Далее планируют осуществить пробное включение. В ближайшие дни начнут установку новогодней ели. Все работы планируют завершить до 25 ноября. Кроме новогодней ели мы также все инсталляции разместим. Это у нас ворота светодиодные, это у нас сани со снеговиком. Кроме этого мы планируем инсталляцию, которую мы ежегодно устанавливаем в нашем сквере. Новогодний шатер, в котором мы устанавливаем и оленят, и кресло Деда Мороза. В этом году мы еще приняли решение подготовить еще дополнительные 2 инсталляции. Они будут тоже светодиодные, и мы их разместим рядышком со снеговиком. Украшено и здание Центрального дома детского творчества. Там уже ощущают атмосферу новогоднего праздника. Вчера в студии здесь, Кать, мы с тобой рисовали. Я всю ночь думал, как сказали мне, у меня получилось достаточно неплохо. Я подумал, почему бы действительно не продолжить это замечательное дело, может быть, в качестве хобби, а может быть, в принципе, многие художники, как-то даже любители пытаются монетизировать эту всю историю. Я думаю, покупали бы ли мои картины? Как думаешь? Не знаю, покупали ли бы или нет, но в любом случае ты мог бы оставить хорошее наследство для своих внуков. И вообще, картины известных художников после их смерти продаются ведь за баснословные деньги. Так, к примеру, в этот день, 11 ноября 1987 года, за рекордную по тем временам сумму, это почти $54 миллиона, была продана картина Ван Гога «Ирисы». Я бы мог удивиться и попросить, а сколько же это в рублях, но я посчитал. Сколько? На самом деле, если мои утренние расчеты верны, считал я без калькулятора, сразу скажу, в уме. Сейчас только что в уме? Сейчас только что $54 миллиона. Это примерно 3,5 миллиарда рублей, что для сегодняшнего дня тоже сумма достаточно баснословная, размером с бюджет какой-то маленькой страны или города, может быть. У тебя есть шанс обогатить своих внуков. Да, собрать бюджет маленькой деревушки, скажем так. Ну, о других интересных датах, которые в этот день произошли в разное время года, в разные времена, в разные года, расскажет наша рубрика. 11 ноября, четверг. Сегодня отмечаются Всемирный день качества, Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения, День экономиста в России. По народному календарю сегодня Авраамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Авраамия – покровителем овчаров, которые в этот день справляли свой праздник. В этот период времени стригли овец, овечью шерсть пряли и из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплые ткани для зимней одежды. В этот день была открыта первая пассажирская железная дорога в России – Петербург-Царское село. Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль «Поездка в Царское село», в котором главная роль была отведена паровозу. В 1918 году заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война. Окончание войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны, странами Антанты и Германией. В этот день появился прототип первого компьютерного вируса. В 1983 году американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа. 11 ноября 1987 года картина Ван Гога «Ирисы» продана за рекордную сумму. На аукционе Сотбис картину купили за $53 900
тысяч долларов. В этот день родились Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель; Марис Леблан, французский писатель; Лиля Брик, российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского; Леонардо Ди Каприо, американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай и Павел. Сегодня день энергосбережения. Энергосбережение и экологически чистые технологии становятся тенденцией мирового масштаба. Сейчас самое время внедрять их, где это возможно, поскольку у нас очень загрязнена окружающая среда. Да, и при этом лампочки нужно выбирать так, чтобы и природе не навредить, и себя обезопасить. При этом на рынке сегодня достаточно много вариаций. Это и лампы накаливания, газоразрядные, светодиодные, и, в общем, на что, как говорится, что только не придумают. Также вот выбрать лампочку такую, чтобы и было экономично, и эффективно. И экологично. И экологично, узнаем прямо сейчас. Самой эффективной и экономичной считают светодиодную лампочку. Чем же она так хороша и как выбрать лучшую? Давайте разбираться. У каждой лампочки есть свой номинал потребляемой мощности. То есть у светодиодных лампочек это от 3 до 30 Вт в час. Если из расчета брать, у нас 1 киловатт в час в Якутии это 6,5 рублей. Ну вот представьте, одна лампочка, у нее энергоресурс 30-40 тысяч часов. Соответственно, то, как вы будете часто использовать, от этого будет зависеть цена и энергоресурс. Светодиодные лампочки бывают с матовой или прозрачной колбой. Матовые светят вперед и немного по бокам. Прозрачные напоминают лампу накаливания. Внутри у них светодиодные нити, светят во все стороны. К тому же бывают разных форм, но это никак не будет влиять на качество освещения, только на дизайн. А вот что точно влияет и на качество, и на наше самочувствие, так это цветовая температура. Так, к примеру, теплый цвет успокаивает и настраивает нас на сон, а холодное свечение, напротив, бодрит и повышает работоспособность. Некоторые производители и вовсе экономят на деталях. Проведем тест. Наводим камеру телефона. Вот такую лучше не брать. Она вредит нашему зрению и снижает работоспособность. А так выглядит безопасная светодиодная лампочка, без пульсации. А еще у качественной лампочки должен быть стабилизатор напряжения. К примеру, при 230 вольтах лампочка горит ярко. Но если напряжение в сети падает и лампа гаснет, значит светить ярко она будет только при постоянном напряжении в сети. Эта лампочка без стабилизатора. Информацию о нем ищите на упаковке. Вот этот вот значок показывает то, что при больших скачках он может работать. То есть понизилась мощность, повысилась мощность, он выдерживает. Индекс цветопередачи это больше 80, но у всех светодиодных лампочек это больше 80. Световой поток 880 люменов. То есть 880 люменов он позволяет осветить достаточно большую территорию. И цветовая температура. 2700 это у нас теплый белый свет, 4000 кельвинов это у нас нейтральный белый свет и 6500 кельвинов это у нас холодный цвет. Выбирайте качественные лампы. Они прослужат вам долго и вреда здоровью не нанесут. С лампочками разобрались, поняли хотя бы в каком направлении думать, чтобы взять качественную. При этом сегодня вообще отмечается, если не ошибаюсь, День качества. Да, и качество товара в последнее время очень тема актуальная достаточно. И наверняка одним из российских товаров, в качестве которого можно быть уверенным, это бриллианты, поскольку они выставляются, продаются на мировых аукционах. Недавние показы проходили в сентябре и октябре в Дубае, США и Израиле. А участвовали в аукционе более 150 компаний со всего мира. Интересно, как появляются сверкающие камни в России, к примеру, в нашей якутской компании «Алроса». Как и что? Как они превращают алмазы в бриллианты, об этом расскажет расскажет. Руслан Фаткулин. Каждый дефект найти в камне и сделать вот такую 3D-модель, где мы увидим
какие дефекты в камне, где у нас находятся. Исходя из этого, начинаем планирование. Так, на экране монитора, пока еще в виде 3D-модели, начинается путь от алмаза до бриллианта. Эксперт просчитывает десятки вариантов, как из одного алмаза создать несколько драгоценных камней, учитывая его дефекты, цвет и чистоту. Сами сотрудники называют себя ни много ни мало бриллиантовыми художниками. Вписываем туда вот эти различные формы огранки будущих бриллиантов. Есть что-то творческое здесь, конечно. Так было бы неинтересно, наверное, если бы было просто механически. Но прежде чем стать благородным камнем, здесь, на гранильном предприятии «Алроса» в филиале «Бриллианта Алроса», алмазу предстоит пройти долгий путь. После того, как эксперт определил, как извлечь из конкретного камня наибольшую прибыль, его отправляют на распиловку лазером, чтобы отсечь поменьше лишнего и оставить побольше нужного. Затем алмаз отправляют на обдирку. Не очень благозвучным словом здесь называют, в общем-то, нехитрый процесс. Камню придают более-менее округлую форму. И только после нескольких этапов подготовки алмаз попадает в руки огранщиков. Почти полсотни человек каждый день скрупулезно создают здесь невероятную красоту. С помощью специального вращающегося круга они наносят на кристаллы грань за гранью. Иногда на создание одного бриллианта уходит день. Над особо крупными алмазами могут попотеть и год. Как и двух абсолютно одинаковых отпечатков пальца человека, в мире также не существует двух идентичных алмазов. Именно поэтому до сих пор не изобретен станок, который бы превращал алмазы в бриллианты, как на конвейере, что ли. Здесь к каждому камню, в прямом смысле слова, ручной подход. Каждый огранчик здесь, можно сказать, на вес золота. Сегодня в стране нет институтов, выпускающих таких специалистов. Их обучают только на гранильных предприятиях «Алроса» в Смоленске и Барнауле. Олег Якунин гранит алмазы уже 35 лет. Говорит, несмотря на колоссальный опыт, нервничает и переживает над каждым кристаллом, как впервые. Работа психологически сложная, потому что это, как вы понимаете, очень дорогое сырье. И поэтому сделать какой-то промах просто недопустимо, потому что это все будет стоить очень больших денег. Когда что-то получается, это, знаете, как будто ты поборол самого большого противника. А во время работы, конечно, испытывается постоянный какой-то стресс. Сегодня каждый третий бриллиант, продающийся в России, создан именно здесь. Причем тут говорят, в огранке именно крупных алмазов нам нет равных в мире. Это подтверждают и цифры. В бриллиантах «Алроса» мы граним крупный товар. Это алмазы массой свыше 10 карат. И алмазы редких цветовых оттенков, то есть Fancy Colors. Это уникальный, редкий товар очень, где мы занимаем порядка, наверное, 50% мирового объема. Мирового производства и мировой продажи. Соответственно, мы лидируем вот в этом сегменте. Только за этот неполный год предприятие заработало на продаже бриллиантов 150 миллионов долларов. Для сравнения, это чуть меньше всего годового бюджета, например, такого города, как Якутск. Не снижают планку выручки здесь за счет отслеживания мировой моды на бриллианты. Не идут на компромисс и в качестве обработки алмазов. А это значит, что знаменитая на весь мир русская огранка еще долго будет визитной карточкой гранильной промышленности России. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, Виталий Кременецкий, телеканал «Алмазный край». Что ж, мне кажется, один из основных таких моментов профессии огранщика — это, конечно же, работа с мелкими предметами. И все-таки большая, мне кажется, идет нагрузка на глаза, потому что вот эта концентрация на них и так далее. Интересно, ухудшает ли это сильно зрение или нет? Вот как раз об этом мы спросим у нашего гостя, у врача-офтальмолога Иннокентия Белолюбского. Иннокентий Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, во-первых, позвольте поздравить сегодня День офтальмолога. Спасибо. С праздником. Знаем, с праздником Спасибо. ваш. Вот. И ваших коллег тоже поздравляем. И вот посмотрели мы замечательный материал про огранщиков. И вот как раз, да, резонный вопрос, сильно ли вот сегодня, вот, ну вообще, работа огранщика ухудшает зрение. То есть работают они достаточно, даже недостаточно, очень мелкими предметами. Это такая нагрузка на глаза, или же все-таки сегодня, благодаря технологиям, инструментарию, уберегается это все? Значит, наши глаза устроены так, что когда мы смотрим вдаль,
наши глаза расслабляются. А когда мы напрягаемся вблизи, то мышцы в глазу работают иногда настолько сильно, насколько близко мы подносим объект к своему глазу. А те, кто работает огранщиками в алмазной промышленности, они, конечно, могут спасаться с помощью оптических приборов. И наверняка это будет легче, когда оптический прибор ставится на 2 глаза, когда изображение идет на 2 глаза, чем когда используют один прибор. А вообще сегодня какие-то есть вот профессии, у которых, ну, вот прям с качества зрения, да, ну, ухудшение зрения, это прям, ну, как профессиональная болезнь, скажем так, и больше риска в этих профессиях? Да, последнее время, последние годы, конечно, появился в нашей жизни компьютер, занимает все больше и больше времени, и это вызывает проблемы в глазах. Я бы назвал компьютер как основная проблема с нарушением зрения. Людей, работающих именно непосредственно с компьютером. Да, еще телефон добавился туда. А вообще пациентов среди якутян становится меньше или больше у тех, у кого ухудшается зрение? Какие патологии распространены? К сожалению, становится больше, и болезни молодеют. Такие заболевания, как катаракта, глаукома, мы с ними всегда работали и работаем. Они сейчас занимают большую часть нашего времени. Но вот растет у нас количество близорукости. Это когда человек надевает минус, чтобы смотреть вдаль. И растет количество заболеваний сетчатки. Ага, это с чем связано конкретно? Вот в том числе и компьютер. Да. Дело в том, что наша сетчатка, она радует нас каким-либо изображением за счет того, что там происходит химическая реакция. А чем ярче объект, тем эта химическая реакция, она более выражена, и во время химической реакции наш глаз тратит свои силы. Поэтому, когда мы смотрим на экран яркий у телефона или компьютера, то, соответственно, силы расходуются гораздо сильнее именно в сетчатке. То есть отсюда, наверное, можно сделать такой вывод, что при работе, ну, допустим, со смартфоном, с компьютером, один из таких, может быть, ну, скажем так, лайфхаков, чтобы не слишком быстро портилось зрение, это яркость сделать поменьше. Да, яркость сделать поменьше, и окружающий свет нужно делать как можно сильнее, скажем так. Чтобы контраст был сильный. Работа за компьютером, телефоном в темноте – это хуже. Да? Когда более-менее освещенное окружающее пространство, зрачок сужается, а узкий зрачок – это наша защита от яркого света. А какие-то тренировки, возможно, для глаз можно делать? Может, прям покажете с Пашей? Гимнастика зрительная, как правильно назвать? Значит, у нас есть две группы мышц в глазу. Первая группа мышц отвечает за движение глазного яблока. То есть любые движения глазами в разные стороны. Да? Это мы поочередно напрягаем одну мышцу, расслабляем ее, напрягаем другую. А наши мышцы, когда напрягаются, расслабляются, через них проходит кровь. И да, улучшается кровообращение в глазу, от этого только польза. А вторая группа мышц, она вот фокусирует наше зрение вблизи. Да? Если мы эту группу мышц расслабляем, то есть смотрим вдаль, насколько нам видно, то, соответственно, мы опять-таки прогоняем кровь. Смотрим вдаль, смотрим вблизи, смотрим вдаль, смотрим вблизи. Ну, то есть в течение, ну, говорят, что сегодня очень, ну, многие профессии работают с компьютером, компьютер все-таки нагрузку на глаза дает сильную. Как вообще правильно организовать тогда рабочий день, ну, с использованием, да, всех этих гаджетов и так далее, чтобы как-то и зрительный режим в том числе организовать, чтобы, ну, снизить, максимально снизить вот эту нагрузку, вредное воздействие? Ну, опять-таки, какая проблема от компьютера? Да. Первая проблема, что он заставляет нас сидеть и не двигаться. Да? То есть надо периодически вставать, куда-то идти, а еще лучше подышать свежим воздухом, а еще лучше выйти из здания. Да? То есть место для дыхания где-то найти. А второе – это организовать вот свое рабочее место, чтобы было хорошее освещение и чтобы экран монитора был не такой яркий. Да? И ну, опять-таки делать упражнения для глаз, двигать глазами, смотреть вдаль периодически, чтобы расслабить свои мышцы. Никита Николаевич, зависит ли наше зрение от питания?
Конечно, Можно зависит. ли его улучшить какими-либо продуктами? Ну, общая проблема последних лет – это то, что в нашем питании продукты природного происхождения заменились на продукты происхождения химической Мгм. промышленности. да. Мгм. Соответственно, если мы это соотношение в пользу природных продуктов изменим, то будет польза. Да. У нас разные компании производят разную продукцию, но в том числе мы живем в уникальном месте, где у нас лес буквально в 20 минутах. То есть природное, натуральное, Да, да? Чем да. больше, тем лучше. Да, А, да, да. Кстати, да, говоря про питание, черника, мне почему-то в детстве вот прям про чернику говорили и, по-моему, Мгм. про рыбу, что эти продукты, они достаточно положительный эффект для зрения оказывают. Правда ли это или миф народный такой? Я считаю, что для глаза все природные продукты, которые чистые, как у нас в Якутии, они максимально полезны. Мгм. Да. Любые ягоды, не только черник. Сегодня очень популярна коррекция зрения. Для всех ли она подходит? Коррекция зрения имеется в виду на сегодняшний день лазерная коррекция. Лазерная да. коррекция. Лазерная коррекция, она проводится на роговице. Да, и для того, чтобы получить хороший результат после коррекции, необходимо провести тщательное обследование. Поэтому те, кто на коррекцию идут, они иногда удивляются, сколько приборов применяется для исследования глаз. А мы тщательно исследуем роговицу, в первую очередь ее толщину, потому что именно от этого зависит, сколько диоптрий мы можем у человека убрать. Так? И смотрим, чтобы толщина была равномерная. Бывает так иногда, что толщина идет нормальная, а потом некоторое утончение. Так? Все это наши приборы показывают. И вот у кого толщина роговицы недостаточно или неравномерная толщина, то таким пациентам можем сказать, что, к сожалению, не сможем сделать коррекцию зрения. Так? А вообще коррекцию делают в возрасте где-то 20 до 40 лет, делают те, кто использует очки или контактные линзы, чтобы хорошо видеть вдаль. Да? И те, кто принял решение больше не пользоваться очками и линзами. Да. Вот мы с вами вот большую часть, конечно, поговорили именно про, ну, такое базовое, да, это ухудшение зрения с точки зрения там диоптрии, да, хуже, лучше вижу и так далее. Тем не менее, офтальмология занимается, ну, достаточно большим спектром проблем, связанным со зрением. Вот хотелось бы, наверное, под конец нашей беседы, да, узнать, какие симптомы должны быть с таким сигналом, насторожить, да? Должны, чтобы обратиться к офтальмологу, как бы не связаны именно с, может быть, ухудшением, как бы, ну, в плане диоптрии, да, снижения диоптрии. Не только с ухудшением зрения, да? Есть же и катаракты разные и так далее, вот вы о них тоже сказали. Да, есть заболевания, которые снижают остроту зрения, человек это замечает и приходит к врачу. Хотя иногда бывает, что зрение снижается на одном глазу, человек этого не замечает, потому что другой видит хорошо. А бывает так, что острота зрения довольно долго остается высоким, а заболевание прогрессирует. Так? И здесь нужно обратить внимание на то, не сужается ли у вас боковое зрение. Так? Периферийно. Да. Особенно со стороны носа. Так? Нужно обратить внимание на то, бывает ли у вас в какие-то дни, периоды, там, на полчаса, на час, на несколько часов, периоды, когда зрение вдруг затуманится, потом через некоторое время туман проходит, зрение восстанавливается. И нужно обратить внимание на то, нет ли искажения прямых линий. Бывает заболевание, когда человек смотрит на что-то расчерченное клеточку, например, в компьютере таблица Excel, и видит, что в каком-то месте черточки не прямые. Да? Здесь, конечно, обязательно нужно посетить наших коллег, врачей-офтальмологов. Да. Спасибо, Иннокентий Николаевич, за ваши рекомендации, за ваши советы этим утром. Да, еще раз с праздником вас. Спасибо. Берегите себя, свое зрение с молоду, как говорится. Береги зрение с молоду. Ну, продолжая тему здоровья, вообще есть несколько научных таких фактов, доказанных. Во-первых, в официальной медицине принято считать, что 25% здоровья зависит от окружающей среды, 15% от наследственности, и еще столько же от вообще системы здравоохранения в целом. Однако, большая часть от образа жизни человека. Да, так какой же должен быть образ жизни человека, чтобы можно было дольше быть здоровым?
Первый так называемый инструмент – это, конечно же, правильное питание. Стоит отметить, что вегетарианство или сыроедение не входят в это понятие. Рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Тогда человек не будет страдать от дефицита витаминов или лишнего веса. Также обязательно соблюдение водного режима – от 1,5 до 2 литров жидкости в день. Кроме того, хочется сказать, что питание должно быть мало того, что сбалансированным, но еще должен соблюдаться режим питания. В наше время очень часто я наблюдаю, что особенно у детей сбит режим питания. Вот пришел ребенок домой, его начинают кормить, да? Неважно в какое это время, но режим обязательно это 4-разовый или 5-разовый, от 3 до 5, да, 3, 4, 5 раз в сутки в зависимости от физической активности, в зависимости от образа жизни, какой он ведет и так далее. То есть обязательно не должно быть еды на ходу или еды во время работы, то есть это должно быть отдельное время, когда человек питается. Следующая, но не менее известная составляющая здорового образа жизни – это физическая активность. Во время движения кровь в человеке разгоняется, а вместе с ней каждой клетке разносятся питательные вещества. Поэтому занятия спортом или даже простая утренняя зарядка так полезны для нас. Но тут стоит отметить – не надо перегибать палку и изнурять себя тренировками. А если вы только решились на поход в фитнес-клуб, то лучше всего перед этим проконсультироваться у специалистов. Они смогут определить вам правильную нагрузку с учетом особенностей вашего организма. Иначе есть все шансы вместо подтянутого тела получить еще пару заболеваний в медицинскую карту. Часто в фитнес люди приходят сами, без рекомендаций. А ведь у человека бывает кардиограмма не очень хорошая. И когда мы смотрим кардиограмму, здесь, конечно, нужна консультация кардиолога вначале. И нагрузка, например, не такая, не субмаксимальная и не максимальная. А с учетом той патологии, генетики мы даем, даже можно давать рекомендацию. Да, беговая дорожка, но с учетом этого мы даем прям четкие рекомендации, с какой скоростью и какое время. Если же занятия фитнесом, к примеру, не вписываются в ваш плотный график, то стоит обратить внимание на ходьбу. Она чрезвычайно полезна для здоровья, поддерживает мышечный тонус и работу сердечно-сосудистой системы, а также практически не имеет противопоказаний. Сейчас стали популярны приложения шагомеры, и, наверное, многие слышали про те самые волшебные 10 тысяч шагов в день. Почему же именно эта цифра? Выявили путем исследования, что 10 тысяч шагов в день достаточно для того, чтобы была должная физическая нагрузка для человека. Стоит напомнить и про хороший сон. В бешеном ритме современной жизни мы часто им пренебрегаем. Но если человек не будет высыпаться, то ни о каком здоровом образе жизни и речи быть не может. Поэтому врачи рекомендуют спать по 8 часов, плюс-минус 2 часа. Еще немаловажное значение имеет, во сколько вы заснули. Лучше всего это делать до полуночи. В это время в организме вырабатывается такой гормон, как мелатонин. Он влияет на многие эндокринные органы. Телевизор и гаджеты должны быть выключены, поскольку синий свет, излучаемый техникой, пагубно влияет на качество сна. Также врачи отмечают еще один значимый критерий здорового образа жизни – эмоциональный комфорт человека, как на работе, так и в семье. Если семья открыта в общении друг с другом, если у них есть взаимопонимание, поддержка, наверное, это и будет профилактика стресса. Именно психоэмоциональный комфорт семейный. Потому что это щит. Семья – это реальный щит. И для ребенка, и для взрослого. Не стоит забывать и про диспансеризацию. С определенной периодичностью вам необходимо обращаться по месту жительства в поликлинику. Там существуют специально разработанные комплексы для сдачи анализов, прохождения исследований и консультации специалистов узкой направленности. Все очень индивидуально в зависимости от вашего базового состояния, наличия заболеваний и наследственности. Это необходимо для сохранения здоровья. Главное, помните, не надо бросаться из крайности в крайность. Все нужно делать умеренно и по рекомендациям специалистов. Это «Утро Якутии». Продолжаем наш эфир. И напомним, что в начале нашего сегодняшнего эфира мы задали такой вопрос интересный, связанный он с тем, что сегодня четверг, день кинопремьер. Сегодня очень много фильмов выйдут в прокат. С которыми мы вас ознакомим чуть позже. Ну а пока хотелось бы узнать, какого фильма ожидаете больше всего вы. Возможно, не сегодня премьера состоится, возможно, до конца года, возможно, в следующем. Тем не менее, все ваши ожидания, то, что вы ждете, присылайте нам на WhatsApp 8 914 273 4488. Вот здесь, кстати, возможно, где-то QR-код появился, но это не точно. Собственно, ждем ваши ответы, их обязательно озвучим. Может быть, своим мнением тоже поделимся, потому что мы тоже какие-то фильмы ждем, во всяком случае. Я очень сильно один. Ну а прямо сейчас наши коллеги продолжат эфир. Слово передаем Сергею Михедову.
Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. Базу данных о состоянии вечной мерзлоты создадут в Якутии. Ученые работают над геоинформационной системой и базой данных о состоянии вечной мерзлоты в республике. Ее в открытом доступе планируют разместить в следующем году. База данных может быть полезна для территориального планирования, проектирования зданий и сооружений, реализации промышленных проектов. По мнению ученых, карта и база данных позволят прогнозировать скорость таяния мерзлоты, а также определять возможность развития негативных процессов для инфраструктуры. Предполагается, что новая система мониторинга мерзлоты будет состоять из нескольких уровней: федерального, регионального и муниципального, а также уровня недропользователей, компаний, которые разрабатывают месторождения в Арктике. В Нюрбинском районе ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильно напряженной. Против распространения ковида медики и оперативный штаб направили все силы. Так, после длительных выходных при входах в торговые центры начали требовать QR-коды. Также административная комиссия усилила контроль за соблюдением ограничительных мер в предприятиях и организациях района. Ранее по инициативе администрации района была объявлена неделя вакцинации. У населения появилась возможность сдать бесплатный анализ ИФА. Эта инициатива приносит свои плоды. За 2 рабочих дня первый компонент вакцины получили более 170 человек. На прошлой неделе мы провели неделю активной вакцинации. До этого по льготным тарифам наше население сдавало ИФА. На прошлой неделе из районного бюджета мы предусмотрели определенные суммы, и на основании этого население нашего города и желающие жители Носляков сдали тесты на ИФА бесплатно. Этнографические рисунки и рукописи известного якутского ученого, лингвиста, этнографа Георгия Гермогенова-Эргиз теперь будут храниться в Институте гуманитарных исследований и проблем народов Севера. Накануне коллекцию торжественно передали. Картины попали в руки к заслуженному работнику культуры республики Надежды Толбоновой от знакомой женщины. А она случайно нашла их во время ремонта дачи. Как известно, Георгий Эргиз заложил фундамент научного исследования якутского фольклора, собирал образцы народного творчества, переводил их на русский язык. В молодости занимался в художественном кружке, был участником первой выставки самодеятельных художников. В найденной коллекции всего около 100 картин. Министр по физкультуре и спорту региона Иннокентий Григорьев с плановым визитом посетил республиканскую школу по зимним видам спорта. Лично встретился с игроками хоккейной команды «Полярные волки», которые на прошлой неделе представили республику на всероссийском турнире в Сочи. Напомним, во время турнира случилась массовая драка, инициаторами которой выступили сочинские соперники. Министр посоветовал юным спортсменам не реагировать на подобные провокации и концентрироваться на игре. Кроме того, министр обсудил с руководством школы поставку различного оборудования, которое с этого года в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» поступит в регион. Так, в скором времени ожидается дополнительная поставка силовых тренажеров, хоккейных ворот и оборудования для заточки коньков. В программе развития хоккея шайбой получаем много оборудования. В этом году мы получили на 25 миллионов инвентаря оборудования, в том числе и холодильное оборудование. Я ознакомливаюсь, как это идет у нас поставка, как все это реализовывается. Ну, попутно, конечно, посмотрю, как у нас тренируются детишки. Наши полярные волки, которые нашумели в Сочах, скажем так, да. Ну, посмотрим, как настроение, как и у них планы какие. В принципе, у нас по хоккею шайбой на Дальнем Востоке команда неплохая по всем возрастам. Я думаю, вид спорта хороший хоккей, воспитывает настоящих мужчин, защитников Родины, поэтому этот вид спорта мы развиваем. К этому часу это вся информация. Удачного дня! Завтра, 12 ноября, крупнейшему банку страны, Сбербанку, всем известному банку, да, исполняется 180 лет. 4 года назад Сбербанк объявил, что 11 и 12 ноября ежегодно будут считаться зелеными днями. Да, в честь, собственно, в этот день планируется, в честь своего дня рождения, Сбер дарит подарки всем клиентам. И вот о большой распродаже, самых выгодных предложениях накануне особой даты сегодня расскажет нам наш гость. Это заместитель управляющего якутским отделением Сбербанка Николай Иванчиков. Николай Владимирович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Во-первых, да, Сбербанк же это теперь, ну просто немножко отойдем от темы. Сейчас же это как целая экосистема Сбер.
То есть многим людям, я думаю, тоже будет интересно. Что означает вообще «Зеленый день»? С чего все начиналось? Как вы уже отметили, это традиционный, уже 4-й раз проходит большая распродажа. Это, скажем так, аналог «Черной пятницы» для наших клиентов по нашим и финансовым, и нефинансовым сервисам. Поэтому мы его позиционируем как самый выгодный день в году. И сегодня, 11 и завтра, 12, эта распродажа стартует, поэтому я всех приглашаю к ней присоединиться, потому что наши продукты стали самыми выгодными на эти дни. И дальше, наверное, я расскажу, какие из них, но в целом концепция этой распродажи банковской, она именно такая. Чем, может быть, юбилейный год отличается от обычных? 180 лет Да, все-таки большая дата, есть с чем сравнить. Юбилейная. Да, это важная дата для нас, это очень важная веха. Мы попытались на именно эти зеленые дни в различных вариациях обыграть эту дату. Например, вы получите 180 дней дополнительные скидки на процентную ставку по нашей кредитной карте. При открытии дебетовых карт это 1800 приветственных бонусов. Это наша всеобъемлющая подписка Сберпрайм за 180 рублей на 180 дней и много-много вот таких интересных предложений, которые будут так или иначе крутиться вокруг цифры 180, 18, 1800 и так далее. Очень интересно. Николай Владимирович, давайте все-таки поговорим о продуктах, да, о которых вы упомянули. Какой, возможно, можно назвать примером преемственности? Как вы уже отметили, сегодня Сбер не только банк, целая экосистема. Но вот ваш вопрос отсылает нас к истокам, и все начиналось с займов. Поэтому я бы сегодня, наверное, выделил нашу кредитную карту новую. Это абсолютный сейчас рекордсмен на рынке. 120 дней беспроцентного периода. Это означает, что вы можете месяц совершать покупки в течение месяца, и у вас еще будет 3 месяца для того, чтобы этот займ погасить, при том, что он будет абсолютно беспроцентным для вас, если вы сделаете это в течение 120 дней. Ну а как я уже анонсировал ранее, оформившие эту карту в эти дни получат гарантированную сниженную процентную ставку. Это 9,8 на протяжении целых 180 дней этого года. Вот как оформить эту карту и сроки ее ожидания, об этом мы поговорим после небольшой паузы. Напомним, что «Зеленые дни» проходят во всем известном банке, Сбербанке, сегодня, завтра. Так что... И очень много выгодных предложений. Более подробно. Это «Утро Якутии», телеканал Якутия-24 НВК Саха. Перед тем, как уйти на небольшую паузу, мы говорили о том, что сегодня-завтра зеленые дни Сбербанка. Да, в Сбербанке. Сбербанку 180 лет. И в нашей студии заместитель управляющего якутским отделением Сбербанка Николай Иванчиков. Николай Владимирович, мы начали говорить о кредитной карте. Да? Давайте более подробно, как ее оформить, как ее получить и в какие сроки. На самом деле оформить ее можно абсолютно любыми из доступных способов. Я приглашаю всех желающих прийти в наши филиалы и оформить ее там, а также услышать новые интересные предложения, которые вам обязательно расскажут и помогут оформить. Но кроме этого, можно это сделать в Сбербанк онлайне. От подачи заявки до принятия решения о лимите проходит не более 2 минут, и вы уже по истечении этого времени можете ее активировать, сохранить в телефоне, в Apple Pay или Samsung Pay, начать пользоваться, да, не дожидаясь прихода классического пластика, что особенно, наверное, важно сейчас с учетом общей экологической повестки, и, наверное, отсутствие необходимости в пластике в таковом. Да. Это вот говоря о том, что онлайн-сервисы намного быстрее, потому что 2 минуты это даже быстрее, чем просто до отделения доехать до любого, причем даже если пешком в соседнем подъезде он находится. Вообще, давайте предлагаю посмотреть, что сами клиенты говорят о вот данной кредитной карте, спросили мнение жителей. Кредитную карту я оформил только что в этом офисе Сбербанка. Почему я выбрал Сбербанк? Потому что самый наиболее пользующийся спросом. Меня очень порадовала процентная ставка. Мне очень подробно и четко объяснили все условия. Вот подводя итог нашей беседы, учитывая
все изменения, да, которые, 180 лет все-таки Сбербанку, огромная история. Опять же, поговорили о том, что сегодня это экосистема. Чем сегодня в настоящее время является, по вашему мнению, Сбер вообще для клиентов? Для территории, для каждой территории, где он работает. Как я уже отмечал, и вы отмечали, что сегодня Сбер — это действительно целая экосистема. Если раньше мы были просто банком для человека и для бизнеса, то сегодня мы стремимся предоставлять не только финансовые сервисы, но и различные лайфстайл-сервисы, которые помогают экономить время человеку, оптимизировать производство и деятельность индивидуальным предпринимателям, крупному бизнесу и так далее. Поэтому сейчас абсолютно в всех сферах мы контактируем с нашими клиентами и, скажем так, ушли уже далеко за предоставление только финансовых услуг. Кроме того, в зеленые дни, как я уже сказал, продлятся с 11 и 12 для физических лиц, но для юридических лиц это будет еще и вся следующая неделя. Здорово. Для юридических лиц. Здорово. Николай Владимирович, спасибо вам огромное. С праздником, с нашим общим, можно сказать, праздником. С нашим общим и непосредственно вам, как работнику Сбербанка со 180-летним, это, я повторюсь, это огромная дата. Это весомая, увесистая. И всех клиентов мы также поздравляем. А еще поздравления сегодня отправляются любимым внукам Богдану и Ильяну Трофимовым из города Якутска. Поздравляем с днем рождения их. Желаем здоровья, успехов, удачи во всем. Бабушка, дедушка из города Вилюйска. А мы продолжаем эфир. Наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим с 3 братьями: 10-летним Вовой, 8-летним Олегом и 7-летним Ильей. Открытые и позитивные мальчики хорошо ладят со всеми, очень привязаны друг к другу и нуждаются в семье. Знакомьтесь, родные братья, 9-летний Вова, 7-летний Олег и 6-летний Илья. Старший Вова перешел в 4 класс. Вова 2011 года рождения, к нам прибыл в 2019 году. За это время он проявил себя как настоящая умница. Во-первых, он очень любознательный, подвижный, любознательный, участвует во всех мероприятиях. В школе он учится, в основном сам старается, редко обращается за помощью, так как усваивает материал хорошо на уроках. Я здесь недавно, поэтому у меня еще мало грамот. И вот эту грамоту я получил за то, что я участвовал в летней фантазии. Вот медаль за участие в футболе. Это за хорошую учебу. А вот это за интеллектуальную игру. Вот все. Средний брат, 7-летний Олег, так же, как и Вова, аккуратен и исполнителен во всем. Это Олег. Мальчик, он у нас добрый, отзывчивый, любознательный. Любит посещать творческий кружок «Самоделкин», так как очень любит рисовать и лепить. Олег, ты в 1 классе учишься? Да. Расскажи, как ты учишься. Я учусь на 1 5. Молодец. А какие твои самые любимые предметы? Математика. Самый младший из братьев, 6-летний Илья, еще только готовится пойти в школу и проявляет к занятиям огромный интерес. Илья мальчик доброжелательный, исполнительный, он у нас очень активный и творческий, очень хорошо рисует, есть талант, и участвует в различных мероприятиях. Если у человека, у любого мама, с ней по жизни вместе, мы шагаем рядом. Нет ее дороже, нет ее роднее, и любить так верно, и лишь она умеет. Мы надеемся, что братья обретут семью. А мы напомним, что сегодня четверг. Четверг — это традиционно день кинопремьер. Многие фильмы ждут этот день, да, готовятся к походу в кинотеатры. И мы тоже в начале эфира спросили, какого фильма ждете вы? Вот, Катя. Поэтому я спрошу у тебя.
Какого фильма, может быть, ты ждешь, да? Я очень надеялась, что ты не будешь спрашивать. Я, знаешь, особо так не слежу за киноновинками, не фанат, не фанатично не хожу в кинотеатры, в кино. Но если выходит какой-то интересный фильм, то с радостью схожу. А как ты определяешь интересность? Я читаю обязательно аннотацию и смотрю трейлеры. Ага. А ты? Я жду третьего Человека-паука, «Нет пути домой». Я на него обязательно пойду. Что бы ни случилось, как бы ни сложила жизнь, я на него обязательно пойду. Когда премьера-то? Ну, насколько я знаю, 16 декабря этого года она должна быть. Много уже слухов, всего раскручивается и так далее. Еще жду Warcraft 2, который даже никто снимать не собирается, но я его жду. Если вы тоже что-то ждете, 8 914 273 4488, пожалуйста, отправляйте свои ожидания все. Ну а прямо сейчас узнаем, какие же фильмы все-таки сегодня вот на экраны выходят. Большие ходят. Давайте знакомиться. Как думаете, без Роджерса и Железного Человека, кто будет главным у Мстителей? Ну, я могу. Очередной кинокомикс от компании Marvel. Много тысяч лет назад на Землю был отправлен отряд защитников, которых называют Вечные. Все это время супергерои помогали людям в развитии, но не вмешивались в войны и распри. После того, как Танос уничтожил половину человечества, а затем она вернулась на Землю, во Вселенной произошел выброс энергии, которая пробудила тех, от кого должны защищать Вечные, воинственную расу девиантов. Но против тех ли врагов сражаются Вечные и являются ли друзьями те, кого они таковыми считают? Это похоже на грохот. Откуда-то из-под земли. Психологическая драма, обладатель приза жюри Каннского кинофестиваля с Тильдой Свинтон в главной роли. Джессика, специалист по выращиванию орхидей, приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, которая находится в постоянном состоянии сна. Но и сама Джессика практически теряет покой. Ее преследует странный звук, похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который тревожит и лишает ее сна. Пытаясь понять его происхождение, героиня все больше теряет связь с тем, что принято считать реальностью. Давай откроем собственный ресторан. И ты получишь звезду Мишлен. У Мэгги и Карстона есть почти все, о чем они мечтали. Семья, дети и самый популярный в городе ресторан. Все. Для идеальной жизни им не хватает лишь одного элемента – звезды Мишлен. В погоне за этой целью Карстен не останавливается ни перед чем. Рушится семья, портятся отношения с детьми. Во всей этой суете пара забывает, что лучшие блюда на своей кухне они готовили, когда были вместе. Вкус жизни. Они идут. Что это за тварь? Отряд спецназа получает задание пробраться в подпольную лабораторию по изготовлению химического оружия и вывести оттуда ученого со всеми разработками. Но эксперимент вышел из-под контроля, и все, кто был в лаборатории, превратились в кровожадных зомби, основная задача которых — нападать на все, что движется, чтобы быстрее распространить вирус и погубить все человечество. Спецназовцам предстоит дать бой целой армии мертвецов. Что за... Лощина мертвеца. Что ж, а нам на наш WhatsApp пришло сообщение замечательное, спешим его зачитать. В Хандыге, как нам сообщают, был проведен конкурс снеговиков. Было представлено много интересных своеобразных работ, и вот, собственно, Поветьев Герман и Ворошилов Артем приняли в нем участие, держали победу. И их бабушка Люба поздравляет, говорит, хочется поздравить, пожелать дальнейших успехов и активного участия в подобных конкурсах. Естественно, Какие с победами. молодцы. Да. Мы тоже присоединяемся к поздравлению, передаем привет Хандыге, огромный. Ну а в Турции тем временем растет интерес к полетам на воздушном шаре. Сотни туристов стремятся полюбоваться завораживающим полетом воздушных шаров в Каппадокии. Сотни местных иностранных туристов еще до рассвета поднимаются на холмы, чтобы получить возможность насладиться красочными пейзажами воздушных шаров, взмывающих в небо над Каппадокией. Сначала туристы наблюдают за подготовкой шаров к полету, затем поднимаются на холмы вокруг Гюрюме, чтобы сфотографироваться на фоне красочных пейзажей. Каппадокию, один из наиболее популярных туристических районов Турции, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Полет на воздушном шаре – одно из самых несравнимых острых ощущений, которые может подарить Каппадокия. Полеты возможны в любое время года и в любые дни недели. Главным условием является благоприятная погода.
Ну, красота, да, согласись. Вот нам бы такое устроить на Лецкими столбами, к примеру. Да, ну было бы круто, потому что тоже виды будут классные. На этом наш эфир подошел к концу. Друзья, хорошего вам настроения, хорошего дня, продуктивного и интересного. Мечтайте, пусть все обязательно у вас получится.